Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача по сводкам ОМВД. В эфире Оксана Александрова и коротко о некоторых происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. Около 12 часов 2 апреля 2018 года в городе Канаш в отделении Сбербанк России, расположенной по улице Железнодорожный дом 87, при пересчете денежных купюр была обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 5000 рублей с признаками подделки, поступившие от одной из организаций, расположенной на территории города Канаш. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Около 3 часов 2 мая 2018 года, находясь по адресу город Канаш, улица Фрунзе, дом 19, в одной из комнат в ходе распития спиртного гражданин К. нанес удар кухонным ножом в область сердца гражданину П., отчего последний скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. В период с 8 часов по 15 часов 24 апреля неустановленное лицо, находясь в подъезде дома 21 по микрорайону Восточный города Канаш, путем свободного доступа похитила трехколесный детский велосипед, марка которого устанавливается, принадлежащей жительнице указанного дома, причинив ей ущерб на сумму 2400 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отдел МВД России по городу Канашу напоминает, что в весенне-летний период традиционно отмечается рост краж велосипедов. Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо соблюдать простые меры, которые сведут к минимуму риск хищения двухколесных транспортных средств. Не стоит оставлять без присмотра ни в подъезде, ни около школы или магазинов, а в случае такой необходимости стоит использовать тросовый замок, а велосипед оставлять в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения. В ночное время желательно заносить велосипеды домой или иное закрываемое помещение. Необходимо при покупке записать серийный номер рамы велосипеда, чтобы в случае его хищения сразу сообщить этот номер сотрудникам полиции. Значительно облегчит поиск пропавшего велосипеда его фотографии. Уважаемые родители, позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок, не играя на улице, не оставлял без присмотра свой велосипед. Если вы стали жертвой преступного посягательства, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Своевременное обращение существенно повышает вероятность раскрытия преступлений по горячим следам. Телефон полиции знает каждый – 02. А вот с мобильного телефона необходимо набрать 102. Также можно набрать номер единого экстренного канала помощи 112. Эти номера действуют для всех операторов сотовой связи Чувашской Республики. Уважаемые телезрители, согласно закону Чувашской Республики о некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, запрещено пребывание лиц, не достигших возраста 18 лет, в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленной законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения родителей, либо лиц их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Понятие «ночное время» используется в следующих значениях. С 23 часов до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа, с 22 часов до 6 часов в остальные периоды. За январь-апрель 2018 года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции в ночное время проведено 14 рейдов по проверке мест концентрации молодежи, ночных клубов с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время, без сопровождения взрослых. Из общественных мест изъято и передано родителям 17 несовершеннолетних.
Дорогие горожане, воспользуйтесь преимуществом единого портала государственных и муниципальных услуг. Это круглосуточная доступность портала, упрощение получения госуслуги и другой полезной информации, сокращение количества предоставляемых документов, отсутствие очередей, встроенная система оплаты, информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению, сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. В электронном виде можно подать следующие заявления. Получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Российской Федерации, регистрация по месту жительства и пребывания, снятие с учета по месту жительства и по месту пребывания, оформление загранпаспорта и получение адресно-справочной информации. Чтобы пользоваться услугами портала госуслуги.ру, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается личный кабинет. Гражданам Российской Федерации для регистрации личного кабинета необходим паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, номер пенсионного страхового полиса и сотовый телефон. От имени руководства и личного состава отдела МВД России по городу Канашу тепло и сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы. Сегодня мы обращаемся к вам со словами благодарности и теплоты за ратную вашу службу и самоотверженный труд, за ваш неоценимый вклад в освобождение мира от фашизма. Мы всегда перед вами в неоплатном долгу. Ваше мужество и доблесть являются для нас ярким примером самоотверженного выполнения служебного и воинского долга, верности присяге, преданности Отечеству, служат стимулом для новых свершений во благо Родины. Желаем вам и вашим близким долгих лет жизни, благополучия и праздничного настроения. На этом наш выпуск завершен. С вами была Оксана Александрова. Будьте бдительны и берегите себя.